Рудольфа Нуреева на его острове Легаллия. Красота итальянской природы, воспоминания, общение с друзьями, попытки работать, надежда на выздоровление. Это все, чем жил Нуреев в последние месяцы своей мятежной жизни. Это фильм о прекрасной Италии, которую он любил, на сценах театра, в которой он много танцевал, и, конечно, о коллегах, друзьях, которые с любовью вспоминают великого Руди. Рудольф Нуреев, «Нездешний остров». Смотрите на экранах в 2023 году. Рудольф Нуреев, «Последний танец». Смотрите на экранах в 2023 году. Рудольф Нуреев. Критики уже исчерпали все свои эпитеты. Публика охрипла от возгласов восхищения. Но до сих пор пламенная энергия этого молодого бунтаря заставляет говорить о нем, как о величайшем танцовщике всех времен. Поразительный случай, чтобы кому-то удалось сбежать в то время от КГБ. И он прыгнул. Знаете, как атомная бомба, когда взрывается, потом идет обратная волна? Все было как в кино. Невероятно. Это мое последнее интервью о Рудольфе Нурееве. Нурееву грозила опасность. Он предал страну. И КГБ вынашивало планы по его устранению. Мне он сказал, что хочет выйти за пределы железного занавеса. Для него это был глоток свободы. Вы такие вещи спрашиваете, на которые очень трудно отвечать. Я не привыкла говорить неправду. Он был настоящей звездой. Он хотел покорить этот мир, и он имел на это полное право. Это было чудо. Чудо. Ходил по галерее репетиционного театра, и я увидел на репетиции молодого человека, который привлекал внимание на своей статью. Он был изящен, он так затянут, высокие полупальцы, очень арабески, аттитюд. Все это было своеобразно. Привлекала внимание его техника вращения. Необыкновенно экспрессивно. Вот такие, на высоченных полупальцах. Вертелся. Здорово. Экспрессия. Это сразу привлекало внимание. Мы все с интересом смотрели все его уроки, которыми он занимался. Вот в этом зале, где мы находимся сейчас. Опять. Ну, во-первых, мы все были очень счастливы, что мы попали в знаменитую труппу. Рудика взяли практически на первые роли. Это было исключение. И первая, кто ему помогал в этом, это была, конечно, Наталья Михайловна Дудинская. Здравствуйте. Здравствуйте. Устали? Дудинская была прима-балерина.
это определение вот сейчас танцовщиц ушло. Прошу прощения, могу я немножечко остаться посмотреть репетицию? У нас репетиция индивидуальная, поэтому нет. Как скажете. В труппе к ней относились, как мне кажется, с большим уважением к ее творчеству, во всяком случае. Можно. Наталья Дудинская – яркая звезда балета 30-х годов. Ее муж, Константин Сергеев, занимал пост главного балетмейстера Ленинградского театра оперы и балета. Он был выдающимся и титулованным солистом труппы. Он олицетворял собой образец артиста советского балета. Взаимоотношения между Сергеевым и Нуриевым складывались сложно. Стоп, спасибо. Рудольф, как вы встаете? Покажите, пожалуйста. А зачем выворотно? У нас принято так. Нет, извините. У нас принято так. Выворотность здесь не нужна. Что значит не нравится? Мое время закончилось. Сергеев верил в его талант танцовщика. Он знал, что Нуриеву по силам и возглавить труппу, и справиться с партиями в дуэте с его женой, Натальей Дудинской. Но, с другой стороны, поведение Нуриева в труппе обескураживало. Он никого не уважал. Рудик ворвался как вихрь в театр.